Следующая наша героиня проекта «Эффект женщины» – Айгерим. Айгерим, расскажите о себе и с чего начался ваш путь. С чего бы начать, как говорится, да? Вроде путь не такой большой, но тем не менее набралась много опыта за эти годы. Нашему Аквадете в этом году уже будет 8 лет. Это срок. Да, и это не первый бизнес, который я начала в своей жизни, так скажем. Были бизнесы и до этого, набила шишки, можно сказать. И пришла к тому, что Аквадете – это мой самый главный проект, где у меня что-то получается и где я могу принести какую-то пользу. Получается, к Аквадете именно я пришла в 2016 году. Мысли зародились о таком. Мне всегда было важно привнести в город что-то новое. Не знаю, я любительница того, чтобы сделать что-то необычное, то, чего нет в городе. И тогда папа подал идею, что грудничковое плавание в Кызылорде такого нет. Доча, изучи. Допустим, за что я благодарна своему Аке, то, что он всегда подает идею, никогда не дает готовый путь, подает идею, и дальше уже я сама с этим разбираюсь, ищу входы, выходы и так далее. И тогда, получается, в 2016 году я начала изучать эту сферу, мне понравилось. Тогда с супругом мы начали думать, как это можно осуществить, помещение нашлось. И получается, такой профессии не было в городе. Первая проблема, с которой мы столкнулись... Кадры. Тренера по грудничковому плаванию в Кызылорде нет. Я со своим дипломом государственного управления университета КИМЭП не совсем подходила на эту должность, но тем не менее я всегда любила учиться. И в 2016 году я нахожу двух парнишек с большим энтузиазмом. Мы едем в Алмату, и я их обучаю там. Получается, с нуля. За свой счет? Конечно, за свой счет. Обучаюсь сама, потому что я считаю, что надо сначала через себя пропустить и понять, что это такое. Это очень важно. Да. И мы возвращаемся, заключаем с ними договор о том, что вот обучаетесь, работаете со мной. Но у нас немножко затянулось со стройкой. Там бассейн – это дело нелегкое, так скажем. Это не просто там магазинчик открыть, вещи развесить, да? Ну да. А там как бы большой проект был о том, чтобы выкопать этот бассейн, все сделать, фильтрацию, все такое. Правильно именно. И в 2017 году в августе мы приступаем к работе. Опять-таки я привлекаю сюда с Алматы тогда очень известного тренера по грудничковому плаванию. И он под надзором, получается, с нами месяц находится, тоже сам практикует здесь, да, с местными, кто о нем наслышан. И наши ребята тоже набираются опыта и берут деток. И вот таким образом мы выросли уже сейчас до 3 филиалов. И у нас не только грудничковое плавание, но и мы, можно сказать, сделали такой ребрендинг. Мы теперь школа плавания. Ух ты! Да, то есть каждый человек, любой человек, здоровый, нездоровый, любого возраста, может прийти к вам, обратиться или научиться плавать, или просто плавать. Да, или научиться плавать, или подправить здоровье через плавание, что немаловажно. Потому что среди всех видов спорта плавание единственный вид спорта, где практически нет противопоказаний. И для любого возраста. Ну да. Да, мы начали с грудничкового, потом поняли, что есть спрос, оказывается, на гидрореабилитацию для деток с диагнозами. Мы стали обучаться. Каждый год мы обучались, отправляли кого-то на обучение, повышение, как бы разные обучения в разных городах проходили. И пришли к тому, что можем сейчас обучать с мала до велика, так скажем. Супер, классно. Айгерим, вы сами многодетная мама. Хотелось бы спросить, как вы сохраняете баланс семья, бизнес? На самом деле это непросто. Баланса нет. Все равно это идеальная картинка какая-то, может, в Инстаграме, что я многодетная мама, и я все успеваю, но на самом деле нет, потому что это очень сложно, когда у тебя много детей, домашний быт, работа, где ты должен все контролировать. Но несешь ответственность за других. Да. Но тем не менее, за 8 лет я постаралась выстроить работу так, чтобы каждый отвечал за свое на работе. Фактически моего физического присутствия работа не требует.
Как бы в основном это отчетность, да, девочки, допустим, или по каким-то форс-мажорным вопросам ко мне обращаются, да, чтобы что-то решить, узнать. А так у нас, слава богу, я очень рада, что я смогла это сделать, набив очень много шишек, пройдя через многое, но выстроить работу так, что все четко выполняется, есть структура работы, план работы у тренеров, у администраторов, и как бы это все структурировано. Классно. Вот следующий вопрос. Чувствуете ли вы, что ваш путь вдохновляет других женщин? Если честно, Наталья, чувствую, потому что мне очень много пишут в Инстаграм о том, какая я молодец, как у меня все получается, да, как я это делаю и так далее. И для меня это очень приятно на самом деле, что люди видят во мне мотивацию и не знаю, можно ли считать вот травмой детства, да, может у нас у всех вот эта хорошая девочка, которая у нас сидит все равно, не ребенок, да, которая все равно вот хочет всем понравиться, она, мне кажется, практически у каждой девочки есть, и я, мой внутренний ребенок радуется, когда, можно сказать, меня хлопают, да, хлопают по плечу, да, и получаю положительные отзывы, допустим, за 8 лет детки на наших глазах растут. Они идут в школу, да, они приходят нам в грудном возрасте, поплавали, допустим, полгодика, там, 2-3 месяца, потом еще приходят. И вот так на наших глазах детки вырастают и становятся уже школьниками, продолжают занятия у нас уже в большом бассейне. И вот на самом деле это вот лучшая награда, когда я вижу, как наши детки избавляются от недугов даже. У нас очень много таких историй, мы не любим хвастаться, но тем не менее есть и такие истории, когда детки выздоравливают, им становится лучше, легче. И вот это... Айгерим, я знаю, что вы буквально недавно, так скажем, получили статус социального предпринимателя. Расскажите немножечко об этом. Почему вы решили стать социальным предпринимателем? Что это для вас дает, да, как рекомендация для тех, кто не совсем понимает, что это такое. На самом деле я очень давно задумывалась о том, что мой бизнес, он необычный. Что я, допустим, не работаю чисто на свой карман, да, я очень много приношу пользы людям, так как здоровье, дети – это наше будущее, да, можно сказать, под таким гимном мы идем, и мне кажется, это очень важно, чтобы твоя работа, твой бизнес приносил не только доход, но и пользу обществу. Это очень для меня важно. И я очень долго задумалась, почему нет таких программ, поддержек, да, именно бизнесом, которые занимаются таким вот именно полезными вещами. А потом я услышала, что, оказывается, появилась такая программа. И я, конечно же, ринулась вступать в ряды социальных предпринимателей. С этого года, начала года мы вступили в ряды. Я думаю, это будет, как сказать, такое сообщество, в первую очередь, да, между бизнесами, которые занимаются полезной деятельностью. Я думаю, практически каждый бизнес, не только самому себе, но и людям, конечно. Кто-то дает рабочие места, кто-то занимается с людьми с какими-то ограниченными возможностями, да. Кто-то трудоустраивает таких людей или занимается, вот как мы, досугом для детей, да, развитием и оздоровлением. И я думаю, это здорово быть в таком сообществе, когда у вас общая идея, вы можете друг другу помогать, вы можете друг друга направлять. И также при поддержке государства, я думаю, это тоже как бы... Я думаю, этой программы большое будущее, если честно. Если это будет такая поддержка государства и взаимная помощь, потому что мы живем в одной стране, мы хотим светлого будущего, да, для нас, для наших детей. И такая программа, я думаю, это прекрасно и замечательно. Айгерим, какие советы вы могли бы дать женщинам? Возможно, женщинам, которые имеют, вот по своей профессии я имею в виду, как тренера по грудничковому плаванию, в каком возрасте на что обратить внимание, чтобы мамочки не упустили тот период, когда можно ребенку помочь на ранней стадии?
На самом деле лучше не бороться уже с последствиями, а Мгм. предотвращать их Мгм. и заниматься с ребенком с рождения. Да, условно, малыш окреп первый месяц, да, привык к внешнему миру, и потихоньку уже подключать, да, массажи. Тоже наше плавание. Мы берем где-то к 40 дней, занимаемся То с есть детками. не до 40 дней, с 40 С 40 дней, да. Все Мгм. равно есть такое понятие 40 дней, как бы, да. Крахна шығару, Да, и по таким понятиям, и по медицинским показаниям все равно есть понятие 40 дней. Поэтому вот мы говорим, где-то к 2 месяцам можете начинать приходить к нам в бассейн. А если младше, мы можем плавать с вами в вашей домашней ванне. Да, даже так. Потому что, допустим, грудничковое плавание — это не про то, чтобы там, как сказать, топить ребенка под водой, как много видео ходит в интернете, да, Да. условно. Не в этом вся суть. Суть в том, что за счет воды идет дополнительный массаж, массаж тела, получается, малыша, и за счет этого кровообращение улучшается. И насколько я знаю, снятие гипертонуса. да. Очень много показаний для того, чтобы малышу плавать, так как он и в животике находится в воде, для него это очень такая комфортная среда, поэтому я всем говорю, просто занимайтесь, это не будет вреда. Вот, как вот, да, массаж, сразу все бегут на массаж. Но вот плавание — это то же самое. Просто, есть такой момент, что люди боятся простудить малыша, там еще что-то, да, как-то вот такие вот моменты. Но если следовать всем правилам, то наоборот вы закалите своего малыша, и вообще дальше у вас с иммунитетом проблем не будет. Почему-то мне охота, Игорь, вам задать вот такой вопрос. Если бы вы могли сказать что-то себе 20-летней, что бы это было? Я бы сказала, дерзай, молодец, продолжай, потому что, конечно, допустим, я бы не была тем, кто я есть, если бы я не прожила то, что я прожила. То есть каждый человек учится на своих ошибках, да? И это нормально. И это нормально, да, и в этом нет ничего страшного и стыдного. Наоборот, надо благодарить за то, что ты прошла это, ты не сломалась. Всевышний не дает нам те проблемы, которые мы не можем пережить. Поэтому я считаю, все, что было, то, что я через что переходила, что в жизни, что в бизнесе, это все дается не зря. Благодаря этому я наработала опыт. Допустим, выстроила систему, я нашла себя, я поняла, что работает, а что не работает. Я отказалась от того, что мне не нужно, потому что у меня кроме Аквадети были тоже бизнесы. Я спортивный магазин пыталась открывать. Кофейню, я знаю. У меня был цветочный. Я поняла, допустим, что продажи, мне сложно делаются продажи, допустим. Мне вот услуга, вот такая вот полезная услуга, то, что я без стыда могу говорить о ее полезности, о том, что это нужно. А как бы условно продать какую-то вещь, зная, что человеку это не совсем нужно, не всегда я смогу. Да. Поэтому я за честный бизнес, да? Я рада, что я именно занимаюсь таким бизнесом, что он приносит пользу людям. Вот. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что ваш бизнес будет продолжать приносить пользу, и уже пора, мне кажется, переходить на стадию франшизы. Спасибо вам огромное за то, что вы приняли участие в нашем проекте. Спасибо большое.